В Ингушетии планируют возобновить диспансеризацию. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе и вводом третьего этапа снятия ограничительных мер. Кто и когда должен пройти медосмотр, а кому не рекомендуется, расскажет Тамара Шагульгова. В этом году диспансеризация будет проходить по новым правилам, по предварительной записи по телефону. Сделано это, чтобы избежать больших очередей в связи с эпидобстановкой, снизив тем самым риски заражения. Напомню, что третий этап снятия ограничений в республике начался с 10 августа. А значит, обратиться за плановым медосмотром можно будет уже совсем скоро. Обычно в диспансеризации это будет первое индивидуальное средство защиты использования. Это органов дыхания и рук, перчатки, маски и другие. Это соблюдение социальной дистанции, то есть не менее 1,5 метра. Это соблюдение дезинфекционного режима, то есть при входе в каждое медицинское учреждение, в котором будет проходиться диспансеризация, будут дозаторы с антисептиками. Однако кому-то с диспансеризацией придется все же повременить. Тем, кто находится в группе риска. Ведь опасность заражения и осложнений еще никто не отменял. Старше 65 лет, также с хроническими заболеваниями, будет рекомендована самоизоляция, так как они в зоне риска. Диспансеризацию обязаны проходить практически все. В возрасте от 18 до 39 лет она положена раз в 3 года, а уже после 40 ее желательно проходить ежегодно. Традиционно профосмотры проводятся в 2 этапа. Сначала пациентам измеряют рост, вес, давление, делают флюорографию, которая позволяет составить общую картину. После этого их направляют уже к специалистам узкого профиля для дополнительной диагностики. После первого этапа, если есть необходимость, какие-то отклонения, больного пациент направляет на второй этап для дальнейшего обследования. Мы знаем, что при скрининге обследование проводится для раннего выявления онкологических заболеваний. Диспансеризация не предполагает определение коронавируса, он даже если есть какие-то симптомы коронавирусной инфекции, то диспансеризация не проводится этому больному. Чтобы сдать анализы и пройти обследование, не обязательно ждать ухудшения здоровья. Главная задача медосмотров как раз выявить признаки заболеваний или отклонений на начальном этапе. Болезнь легче всего предупредить, чем потом разбираться с ее последствиями. С этой прописной истиной согласны здесь многие. Диспансеризация, я узнал, что у меня болит легкие, воспаление у меня было. Потом я лег, не лег, дома вылечился. Лекарства выписали, потом вылечился. С датой начала диспансеризации пока не определились, говорят врачи Центра медпрофилактики. На днях ее должен утвердить республиканский Минздрав. А значит, уже сейчас можно записываться на прием. Тамара Шагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.